13 сентября из Восточного Туркестана поступила информация о том, что в прошлом году был задержан Ильхам Рози и его сын Бахтияр Ильхам. Ильхам Рози был арестован в апреле, а его сын в ноябре. Согласно информации, опубликованной уйгурским активистом Абдували Аюпом, Ильхам Рози родился в районе Шаяр провинции Аксу и окончил Кашгарское педагогическое училище. Он являлся заместителем председателя отдела пропаганды Аксуйского областного комитета партии, был хорошим оратором и любителем литературы. Его сын Бахтияр Ильхам, который работал инженером и менеджером в компании Карлук, специализирующейся на программном обеспечении, в начале 2019 года открыл компьютерную школу в Аксу. Причина ареста Ильхама Рози и его сына, которые долгое время работали в правительстве Китая, пока неизвестна. Китайские власти подвергаются критике из-за ареста и заключения в концентрационные лагеря миллионов простых граждан, ученых и интеллектуалов. «9 сентября в британском парламенте прошла специальная дискуссия, посвященная положению уйгуров. В ходе собрания депутат Шабана Махмуд сделала следующее заявление. «Сегодня я призываю наше правительство предпринять решительные шаги, чтобы остановить репрессии и геноцид уйгурского народа в Восточном Туркестане. Это преступление не должно остаться безнаказанным. Необходимо сказать «довольно» беззаконию китайских властей». Подтверждая, что политика китайского правительства в уйгурском регионе является геноцидом, госпожа Шабана раскритиковала позицию Британии по этому вопросу. Ссылаясь на показания бывших узников китайских лагерей, она заявила, что более миллиона уйгуров подверглись жестоким пыткам, уйгурские женщины были насильственно стерилизованы, убиты сотни тысяч людей, народ региона находится под строгим надзором и давлением Коммунистической партии Китая. Британский законодатель также раскритиковала компанию Disney и фильм «Мулан» за игнорирование геноцида уйгуров и сотрудничество с органами общественной безопасности и пропаганды Китая. США представляют наибольшую угрозу международному порядку и миру. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь, комментируя доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и целях Китая. Китай призывает США объективно и рационально относиться к национальной обороне и военным приготовлениям страны, а также прекратить делать ложные заявления и относящиеся к ним сообщения и предпринять конкретные действия для обеспечения здорового развития двусторонних военных отношений, сказал Цянь. Представитель Министерства обороны назвал доклад Пентагона бессмысленным искажением целей Китая. По словам У Цяня, действия США в Ираке, Сирии, Ливии и других странах за последние 2 десятилетия привели к гибели более 800 тысяч человек. Многолетний опыт показывает, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире, сказал Цянь. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Дохе с делегациями талибов и правительства Афганистана. В рамках первых мирных переговоров между афганским правительством и талибами Помпео провел встречу с главой делегации и политофиса талибов Муллой Абдуллой Гани Барадаром. Официальный представитель Министерства иностранных дел Кейл Браун назвал переговоры историческими. Талибан должен использовать эту возможность, чтобы выработать политическое урегулирование и достичь полного и постоянного прекращения огня, чтобы положить конец 40 годам войны, отметил Помпео. Смертный приговор в отношении 27-летнего Афкари был приведен в исполнение в тюрьме Абдель-Абад в городе Ширази на юге Ирана. По версии иранской юстиции, в 2018 году в ходе протестов в Ширазе Афкари убил представителя правоохранительных органов. По сообщению властей, позже он признался в содеянном. Однако сам спортсмен, его семья и правозащитные организации указывали на то, что признание было сделано под пытками. Иранский борец Афкари был казнен, несмотря на протесты международной общественности.